6 мая на стадионе Туймада состоялся матч 24-го тура первенства России по футболу 2-го дивизиона зоны Восток. Футбольный клуб Якутия принимал Читу из одноименного города. Ранее команды встречались 8 раз. В 6 играх победу праздновали читинцы. 1 раз команды сыграли в ничью. И только 1 победа на счету нашей команды. Что говорит о том, что в этом туре к нам прилетел оппонент крайне серьезный и неудобный. Игра для якутян началась крайне неудачно. На 10-й минуте игры полузащитник гостей Леонид Зуев открывает счет со стандартного положения. Удар у 23-го номера Читы получился не самым опасным, но, к сожалению, в этом эпизоде вратарь Якутии Алексей Городовой оказался бессилен. 0-1. После пропущенного мяча Якутия ободрилась, и на протяжении всего первого тайма собравшиеся зрители стали свидетелями обоюдоострой и равной игры. Но под занавес первой 45-минутки забить снова удалось читинцам. На 43-й минуте Евгений Бастов оказывается на убойной позиции, с которой полузащитник Читы плотно пробивает в ближний угол. 0-2. Чита забивает гол в раздевалку. Вторая половина игры также начинается с быстрого пропущенного мяча. Нападающий гостей Вячеслав Кириллов, получив мяч, ударами за пределы штрафной застает врасплох всю оборонительную линию якутян. После этого рулевой Якутии Сергей Шишкин решается на четверную замену, и в скором времени данное решение приносит свои плоды. Вышедший со скамейки запасных Михаил Немцов плотным ударом с лета распечатывает ворота гостей. 59-я минута, 1-3. Чуть позже еще один вышедший на замену игрок подтверждает правильность решения главного тренера якутян. Заменивший Алексея Городового Кирилл Музыка отражает 11-метровый удар. В оставшееся время команды не забивали. Финальный счет 1-3, Якутия терпит второе домашнее поражение подряд. Конечно, впечатления остались хорошими, мы победили. Ну, я скажу, игра, в принципе, можно сказать, была равная. И мы где-то атаки проводили, и соперник атаки проводил. У нас задача сейчас попасть в призовую тройку как можно выше, может за второе место даже побороться, потому что за первое я уже считаю, что, наверное, тяжело. Кстати, как Сахалин сыграл? Ну, уже тяжело будет за первое место бороться, нереально, можно так сказать, а за второе поборемся. Ну, в любом случае, чемпионат доигрывать будем. Все-таки еще 4 игры. Пусть сейчас ситуация у нас не самая, скажем так, лучшая для того, чтобы подниматься высоко. Но хотя бы зацепиться за Сахалин, там, я не знаю, за Комсомольск на Амуре. Может, там прорвет в конце концов. И в обороне, может, сыграем понадежнее. Естественно, что из-за болельщиков, и в первую очередь, они каждый сам из себя должны показывать себя, что у них есть характер, что они могут. Ведь показывали же футбол сумасшедший в прошлом, скажем так, до перерыва. Как бы там не складывалась наша турнирная ситуация, но в домашних матчах все-таки я думаю, что мы еще покажем себя.